Милость Всевышнего по отношению к человеку безгранична. Одним из проявлений этой милости является то, что Аллах определил особые временные промежутки, заложив в них возможность за короткое время значительно приумножить свой багаж в вечности. Накануне начался один из таких временных промежутков, последние 10 дней благословенного месяца Рамадан. Сам Рамадан в исламе выделен как господин месяцев. Вместе с тем, среди дней Рамадана выделены последние 10. А среди этих 10 есть одна ночь Лейлатуль-Кадр, ночь могущества и предопределения. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Ночь могущества лучше 1000 месяцев». То есть вознаграждение за любое благое деяние, совершенное в эту ночь, приравнивается к тому, как если бы оно совершалось в течение 83 лет и 4 месяцев. Сама суть не в 10 днях, а в ночи предопределения, то есть Лейлатуль Кадр. Почему 10 дней выделили? Потому что она может быть одна из этих 10 дней, 10 ночей вернее. Допустим, некоторые ученые сказали, что это нечетные дни последних 10 ночей. Некоторые сказали, что это 27-я ночь. То есть много разных мнений. Но если человек все 10 дней будет охранять, то есть если есть возможность, допустим, проводить в мечети эти 10 ночей, у кого нет возможности, может просто дома молиться. И если он попадет на эту ночь, то Аллах Всевышний простит ему все грехи. Каждый день этого священного месяца для мусульманина особый, но в последние 3 месяца Рамадан, месяца, в котором был ниспослан священный Коран, надо стремиться еще к большему поклонению Всевышнему, чем раньше. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в последние 10 дней Рамадана уделял больше времени поклонению Всевышнему, чем обычно. В достоверном хадисе от Аиши сказано, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в последние 10 дней сворачивал свою постель и служил Всевышнему в мечети, простаивая ночью в молитве, читая Коран и поминая Аллаха сердцем, языком и телом. Также поднимал всех своих близких для богослужения. По мнению богословов, вся умма Мухаммада должна следовать примеру любимца Аллаха. Лейлатуль Кадр хайру мин альфи шахр, эзер бехтал язагье, Лейлатуль Кадр яхшул бис ана хахья. Таас эзер бухт мелб ан элче, диас қошуие би бухти хайес сагаза дуния чо. Сабис عبادة تاجود إحاغة ديست قاشراي بيبت عبادة تاجسن الزل دز دولة ليلة القدر بيسن ده دولة عبادة هني عالش شجع إجر يزا يولد بيسيس تبيسن جوها لحد بقت عمليكش عدوس يعني إلشنا صلى الله عليه وسلم ملدق قد يعني عالش لأرق قير ملدق دقدق أرق قير صار الدقاق مثل الملك لحد بقت عدوس يعني إلشنا صلى الله عليه وسلم. Еще одной особенностью последних 10 дней Рамадана является необходимость уединения в мечети, так называемый и'тикаф, во время которого человек отходит от мирских дел, полностью погружаясь в поклонение. Известно, что и'тикаф совершал наш любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И в нашей республике эту сунну соблюдают как взрослые, так и молодые люди. حلقش سجل بيت المعمور يا خرج هذا داعش حاجة النيس لقية يا حاجة مرج ملك جو باخش تون عبد العبادتش تون دي عدوستات زدالة توليل تقدر بيسن شح تصه تو بيسن خلوش دو ذيك ملا ذيك داس تو بيسن دال دي هنا دقنخ دي قلبه دقنخ دي هنا عزب خلق باخ دقش ناخا جيش دو دقش ناخا قيتم بو زي خيواتي جي عبادة دجوت شو دقة عبادة دولت دولت قرآن ديشلت لامز دولت ديال حاق ونقاسين واسيول штекболи из قنتيروال شي веща شي يشا. Благословенный месяц поста скоро закончится. В эти последние дни не следует забывать ценное наставление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о 4 качествах, которые должны быть присущи его уме. 2 из них послужат причиной достижения довольства Всевышнего, 2 других же необходимы для нас. Свидетельство единобожия, мольба о прощении и обращение к Аллаху с просьбой о введении в рай и удалении от ада.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: тому, кто будет молиться в ночь могущества с верой и надеждой на награду, простятся все его предыдущие грехи. Всем, кто будет молиться в эти священные ночи, следует сделать дуа за весь ингушский народ и за нашу республику. Пусть Всевышний Аллах даст мусульманам силы провести последние дни месяца Рамадан так, чтобы любимец Аллаха гордился своей уммой. Исуп Гелисханов, Маирбек Миржоев, Новости 24.